В Якутии до конца 20 века дети, имевшие онкологические заболевания, лечились в одном педиатрическом отделении вместе с детьми, имевшими неонкологические диагнозы. Принципы организации работы стационаров и технологии лечения были не адаптированы под длительное лечение. Соответственно, показатели выживаемости были крайне низкими. Диагноз рак звучал как фатальный приговор. В 1998 году в Якутском национальном центре медицины открылось отделение гематологии. Сегодня онкогематологическое отделение применяет самые передовые методы лечения. Лечение острого лимфобластного лейкоза лучшие результаты – 89%. При лечении опухолей почек 100% детей излечиваются. При опухолей печени 89% тоже излечение. Центральная нервная система составляет 64%. Все дети, которые с подозрением на онкологическое заболевание, сразу поступают или в хирургическое отделение, или к нам в онкологическое отделение, где мы проводим полностью обследование, очень короткие сроки. Все обследование у нас проходит референс в федеральных центрах, то есть подтверждается в федеральных центрах. Сотрудничество с ведущими федеральными онкологическими центрами происходит во всех сферах работы отделения, начиная от лечения юных пациентов, заканчивая научными и исследовательскими процессами. Активно применяется телемедицина, а оснащение самым передовым медицинским оборудованием позволяет производить лечение якутян, не выезжая из республики. Помощь, конечно, неоценимая, потому что мы на территории республики, не выезжая, вылечились, получается, да? Это было как раз август 2012 года. Уровень отделения уже тогда был очень такой высокий, да? Мы даже не успели подумать о чем-то плохом. Мы уже поняли, что мы в руках профессионалов. Там мы примерно год лечились. Сейчас ребенок в ремиссии. Медицина развивается быстрым темпом, и чтобы все сотрудники отделения были компетентны, в заведении часто проходят обучающие практические мероприятия. В рамках празднования 25-летия онкологической службы также организовали научно-практическую конференцию с участием ведущих онкологов России. Врачи обсудят технологии лечения и современные подходы раннего выявления онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о том, что на первые роли выходит химиоиммунотерапия, даже в базовом лечении, то есть с самого начала. Это новые препараты, которые имеют большую эффективность, но меньший вред. И другие методы, такие как клеточная терапия, это трансплантация костного мозга, например, такие методы, как новые подходы в хирургии, потому что сейчас у нас самое главное направление – это органосохранное лечение, чтобы не только излечить, но еще и улучшить качество жизни. Также помимо проведения научных конференций на открытии мероприятий вручили награды персоналу отделения, а родители выздоровевших пациентов подготовили сборник «Истории побед над болезнью», написанный самими детьми. Это слова благодарности врачам и мотивирующие примеры для нынешних пациентов отделения. Марферина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск.